Общественная палата Коми окажет юридическую помощь жителям столицы, которые в суде намерены добиваться ограничения времени работы одного из столичных увеселительных заведений. К такому решению общественники пришли после заседания комиссии по гражданскому контролю. На переговорную площадку пригласили директора бара и жильцов близлежащих домов. Договориться они могут уже 3 года. Репортаж Светланы Некрасовой. Окна квартиры, в которой живет Татьяна Петровских, выходят как раз на бар «Бахус». Их разделяют всего 5 метров. Так что прелесть такого соседства женщина оценила уже давно. И под окнами и мочатся, и заходят в подъезде. Также мы находили там всякие шприцы, уколы, они кололись. Вот сейчас поставили, хотя в подъезде мы этот засов. Плюс постоянные пьяные драки, громкая музыка и снующие туда-сюда такси. В позапрошлом году Петровским дважды били окна. Полиция, правда, уголовные дела возбуждать не стала. Ущерб, мол, незначительный. 8-летняя Лера так не считает. Мне страшно, потому что Бахус шумит. Я даже по ночам все время к маме бегу. За помощью жильцы обращались и к уполномоченному по правам человека, и в прокуратуру, и в МВД. Результат нулевой. Некоторые жильцы заколотили окна со стороны бара просто чтобы не связываться. Другие обратились в суд, чтобы ограничить время работы бара до 23 часов. Депутаты Госсовета, которые были на заседании палаты в качестве гостей, уверены, вопрос можно решить очень просто. Ведь жители ничего не просят, не требуют о закрытии этого предприятия. Они просто просят ограничить работу его до 23 часов. Если бы при заключении продления арендного срока действительно администрации сегодня было бы внесено такое условие, что мы даем до 23, то вопросов никаких не возникало. По словам Солодиной, власти муниципалитетов вправе ограничивать продажу алкоголя в местах, которые они сами определят. Общественная баня, там находится бар, вполне может войти в этот список. Сам директор Бахуса на встрече заявил, он в ответе за то, что происходит только внутри его заведения, а не снаружи. Представители общественной палаты предложили сторонам договориться. Мы предложили вот тому активу жилых домов, которые расположены рядом с этими клубами, наладить контакт с их директорами, быть их некими такими, скажем так, дружинниками и народными помощниками, потому что если руководство клубов заинтересовано в том, что проблему решить, то оно пойдет навстречу и, соответственно, будет разбираться с каждым инцидентом, в каждом индивидуальном случае, какая проблема возникла. Директор Бахуса согласился встретиться с жильцами, чтобы попытаться найти выход из ситуации. А пока стороны ждет судебное разбирательство. Первое заседание намечено на 13 февраля. Светлана Некрасова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.